В сфере моих интересов находится прежде всего антропология холода, то есть изучение эволюции роли холода в жизни якутян. И в связи с тем, что холода в последние годы, может быть, за исключением вот этой зимы, в нашей жизни ощутимо становится меньше, то есть зимы теплеют, и это имеет различные последствия для состояния окружающей среды, в том числе для состояния вечной мерзлоты. Такая проблема, как сохранность вечной мерзлоты и ее влияние на жизнь якутян, не могла пройти мимо меня и моих коллег. Поэтому, собственно говоря, и разработкой этой темы мы также занимаемся. Говоря о перспективах, то есть что нас ждет в плане изменения ландшафта и влияния на местных жителей, тут хотелось бы отметить, что существуют две такие основные климатические модели. Сторонники первой считают, что процесс потепления климата он необратим, и с каждым годом, условно говоря, будет становиться все теплее. Другие считают, что климатические изменения, они цикличны, то есть за периодом потепления обязательно следует период похолодания. Но вот если и вот эта вот зима, которая сейчас была достаточно холодная, кто-то считает, что это вот предвестник того, что приверженцы второй климатической модели, они правы. Но если пойдет все-таки по первому сценарию, то, конечно, последствия могут быть самыми печальными, в первую очередь для городских поселений с множеством объектов инфраструктуры. То есть, условно говоря, если в селе пострадает котельная, то жители могут это относительно безболезненно пережить за счет того, что у большинства еще в домах сохранились печи, то если в городе такое произойдет, это может иметь самые трагические последствия. Кроме того, это нанесет очень серьезный удар по транспортной инфраструктуре, по состоянию дорог, мостов, взлетно-посадочных полос и так далее. Наводнение, опять же, то есть особенно в арктических районах считается вот наводнения, которые активно на Лазее были последние 10 лет, они связаны именно с процессами вечной мерзлоте происходящими. Поэтому последствия могут быть самыми серьезными. Ну и плюс нельзя забывать о таком моменте, что деградация вечной мерзлоты — это не только проблема для мерзлотных ландшафтов локальная, то есть для якутян или других жителей северных регионов России. Эта проблема в перспективе может иметь глобальный характер, потому что в мерзлоте содержится очень много различных газов, включая метан, и в случае деградации вечной мерзлоты эти газы могут поступить в атмосферу и усилить парниковый эффект, то есть последствия будут глобальными для всей Земли и самыми негативными. Поэтому проблема сохранности вечной мерзлоты — это, конечно, проблема глобального характера. Нам надо всем стараться бережно относиться к вечной мерзлоте, оберегать ее. В первую очередь оберегать, конечно, относится к деятельности наших крупных предприятий, к строителям. Вот недавно, год или два назад был принят закон о вечной мерзлоте. Вот, это уже такое хорошее начало. Надо стараться всем недропользователям, строителям его придерживаться. А относительно простых граждан есть комплекс мер не то чтобы для того, чтобы сберечь для кого-то другого вечную мерзлоту, а для самого себя. То есть предположительно учеными в принципе доказано, что в сельской местности положительно сказывается на сохранности вечной мерзлоты очистка от снега в зимнее время. То есть тогда лучше промерзает почва, и мерзлота, соответственно,
лучше сохраняется. Высаживание растительности. Летом кроны деревьев, кустарников, они защищают от тени. Их тень защищает от прогревающего воздействия солнечных лучей, что также благоприятно сказывается на состоянии вечной мерзлоты. Ну, вы знаете, прогнозировать научные открытия и, в принципе, процесс технологического развития дела немного неблагодарное. Скажем, кто еще 20 лет назад мог предположить такое явление, как социальные сети, и что оно будет играть к 2020 году такую роль, которую оно играет сейчас. Поэтому я, наверное, немного поделюсь тем, что я хотел бы увидеть, какие открытия. В первую очередь, конечно, открытия в области медицины, то есть разработка средств борьбы с теми недугами, которые сейчас не поддаются лечению или плохо поддаются лечению. Второе – это космос, потому что, наверное, именно космос стоит в себе наибольшее число загадок для человечества. Научные открытия, а точнее, скорее их практика их применения, не всегда может положительно сказываться на моральном облике, на духовном развитии человека. В этой связи я надеюсь, что мы с коллегами и наши потомки внесут посильный вклад в духовное развитие якутского общества, и уже мы, конечно, стараемся это сейчас делать. Вот, в частности, в стенах нашего института, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, готовится большой проект по цифровизации культурного и языкового наследия тех народов, которые в Якутии проживают уже много веков. И его реализация, я уверен, кратно увеличит доступность результатов исследований для наших заказчиков, то есть для жителей Республики Саха-Якутия и Российской Федерации.